Охренеть. Вот это да. Видали, да? Просто охренеть. 28 марта сегодня на календаре. Температура плюс 5 градусов. Ночных заморозков не было. И вы посмотрите, что стало с рекой. Такое ощущение, что река открыта. Вода поверху, снега нет ни капли. Вся вода на льду. Вон только берега, которые зашугованы. И зашугованные места. Вот немножко где зашугованные. Вот там вот островки снега. Старая буранка вот. Я такого не припомню. Если потепления не будет, то где-то через неделю будет уже на речку не выйти. Печально. В марте еще ледохода не было. Самое раннее, то что я припомню, это ледоход был 12 апреля. Это был 1994 год. В тот год, на 1 января, на Новый год, шел дождь. Это я хорошо запомнил. 12 апреля снега уже практически нигде не было. В лощинках таких, ну, во оврагах только лежал, и все. Стояла жара. И лед тронулся и пошел. Но потом зато природа взяла свое, похолодало, выпал снег, река место половодья обмелела до летнего уровня почти. Вышли дамбы, кочки все эти вышли. И только 15 мая было потепление и разлилась река, половодье. Ну, все как полагается. Вот такой дурдом творится иногда в природе, я не знаю почему. Раньше все было нормально. Холодная зима. Жаркое лето, ледоход где-то в числах 9 мая. Сейчас уже в конце апреля, уже лет 20 ледоход. Но не дай бог он еще в марте пойдет. Я не знаю, похолодание будет 100%, но оно сейчас надо. Чтобы ночные заморозки были, чтобы вот этого не было. Потому что в лунки стекает вода. Вон. Тут еще не стекает. А где стекает, там уже лунки. Вот сегодня мы увидим вот такие здоровенные. Потому что эта вода так все равно не стоит. Она в какую-то низину стекает. Если там попадется лунка, то там получается огромная полыня. Ладно, это предисловие. Сегодня мы выехали немножко с другой стороны, потому что где мы выезжали обычно на Печору, там промыло все. И уже рискованно. И что еще я скажу? Вчера все-таки на удочку я поймал еще одного язя. Не стал уже камеру доставать в темноте. И по темноте я поставил раз, два, три продольника. 2 продольника на палке. И 5 продольничков поставил с фидерными кормушками. Это уже оставил по темноте. И именно с них мы сейчас начнем нашу проверочку. Поехали. Надежда на улов, конечно, сегодня есть. Это не удочки. Это продольники, это самая продуктивная снасть. Тем более глубина здесь нормальная. Вот вместе со льдом выше человеческого роста. Где-то вместе со льдом метра 2,5, наверное, около 3. Так. Ну и большая надежда, конечно, есть. Опа-на. Надежда надеждой. Но, увы и ах. Все пусто. И червей. Ну, кто-то покоцал. Вон, даже черви целые. Вот тебе и надежда. Чего-чего, а такого я точно здесь не ожидал. Вот тебе и камушки. Здесь камни. Каменистое дно. Я процентов на 90 был уверен, что ну, хариус там или еще что-нибудь попадется. Но, как мы видим, нет даже ершей. Это очень и очень странно. Ладно, мы сейчас остальные продольники проверим. Но созванивался с ребятами. Вчера, говорит, немножко ловил. Сегодня он здесь одного червячка покоцали немножко. Ладно, пока ставим. Сегодня, говорит, не клюет от слова совсем. Вообще никакого клёва нет. Так что, может быть, по этой причине. А так, конечно же, надежда была здесь. Ладно, первый блин комом. Может быть, дальше повезет. Не так, как вчера. Сразу клюнул, а потом тишина.
Вот такая вот снасть. Продольник с фидерной кормушкой. Кто как его называет. Я его делал уже лет 25 назад, эти продольнички. И как мы видим, до сих пор они живы, до сих пор они работают. О, вот такая вот фидерная кормушка. Прикормку всю смыла. Значит, течение здесь есть. Но рыбы здесь тоже нет. Рыбы здесь тоже нет. И черви здесь тоже целые. Так что, походу, сегодня большого улова ожидать не следует. Вода прибывает. Леска грязная. И все черви целые. Даже вот вешал кукурузу. Кукуруза тоже целая. Так. Ну ладно, что. Сегодня, значит, получается не клевый день. Посмотрим. Может быть, поменяется что в течение дня. Ну, проверим. Продольники у меня поставлены. Проверим. Если что, походим с удочкой. Если на удочку ничего не найдем, не знаю, чем будем заниматься. Продольники будем добавлять, наверное. Сколько нам рыбачить осталось? День, два, максимум неделю, если потепление. Если холода не будет, через неделю уже печора пойдет с таким теплом. Еще продольник. Здесь тоже, походу, пусто. Небольшая натяжечка есть, походу, ёршик улетел. Да, это ёрш. Ёрш Иваныч. На последний крючок. Не густо. Так, поехали дальше. Ну, здесь течение, видать, поменьше. Прикормка не размытая. Что-то типа ёршика тоже есть. Небольшая натяжечка, совсем небольшая. Не, даже ерша нет. Нет, есть. А, нет, это малек. Малька сам наш наживлял. Никого. Странно. Получается, сегодня совсем не клевый день. Здесь тоже, походу, никого. Пусто. Да. И черви все целые. Рыба сегодня совсем жрать не хочет. Вон такие червячки. Вчера вечером наживлял, насаживал. И нифига. И кукурузу нифига. Ладно, будем ждать, когда вы отойдете от коматоза и начнете клевать, ловиться. Время будет все равно. Рано или поздно вы заклюете. Последний, пятый продольник. И тоже пустой. Никого. Вот о чем я вами говорил. Вчера я здесь пробурил лунку соточку. Теперь это сантиметров 40-50 в диаметре майна получилось. Вода вот стекает сверху и потихонечку размывает.
Но сейчас воды уже намного меньше. Вчера, когда лунки бурил, вообще сантиметров, наверное, 10 надо льдом была вода. Сейчас основная, видать, стекла уже масса. Вот только буранка повыше. Вот здесь надо лунки бурить. На старых буранках, на возвышенностях, на зашугованностях можно, там воды нет, но там лед весь в песке и в камнях, как бы сразу тупятся ножи от бура. Так, продольники мы проверили, пока нулевой результат. Пошли посмотрим палки, глянем удочки наши. Погнали. От Волги до Енисея. Какая-то даже натяжечка есть. Ёршик, что ли? Что-то пока непонятное. Никого. Вот еще один пример, что за полдня вчера вечером здесь бурил лед под соточку. Вон какая получилась огромная майна. Основная лунка где-то сантиметра 25, наверное, стала из сотки. И потихоньку ее вот так вот размывает. Так, у нас что, здесь даже какая-то натяжечка, что ли, есть? А нет, нету. Показалось. Тут у нас на мальков 3 малька без червей. На первый лед или зимой даже, чтобы вот так вот мальки были живые, ну нереально. Все равно или язь, или налим, или хотя бы пустой крючок. А сейчас никто жрать не хочет, никто. Не знаю, в чем причина. Бывает очень хорошо весной ловится, бывает не ловится совсем. Так, приехали к нашим удочкам, на нашу так называемую базу. И видим, что здесь тоже все растаяло. Вчера вот на той удочке вечером клюнул язь. Сегодня тоже что-то она неестественно лежит. Потихонечку размывает ее. Ну, сколько грязи. Верховая вода вот стекает в лунки. И пипец. Просто пипец. Так, ладно. Это долго и муторно все. Сейчас поменяем кашку. Вернее, добавим в кормушки на всякий случай. Попробую походить еще с удочкой. Поменяю опарышей. И дальше не знаю, что делать даже сегодня. Вон, сейчас покажу вам берег. Здесь вот мы спускались раньше. Вон, что творится с берегом. Вода начала прибывать, на реке лед поднимается. Но вот возле берега, как мы видим, где осенний лед. Вот тут вот возле берега уже очень-очень опасно. Можно провалиться, потому что здесь он гниет. Здесь под толщей снега лед толком не промерз. Помните, да, я вам здесь показывал, что
На снегоходе ездил вот так. А суешь, и он проваливался. А там вот, где наша была кормушка, ой, кормушка вернее, бутылка с мальками, где раньше была палка, где даже зимой попадали на лиму, вон что творится. Здесь льда уже практически нету. Все, здесь он прогнил. Вон черная промоина. Короче, возле берега здесь уже можно провалиться. А сейчас это еще вот так вода поднимется, сверху дойдет, и все, на лед уже будет не попасть. Ладно, если сегодня не клевый день, что делаем? Проверим сейчас все снасти. Эти удочки, наверное, которые с мормышками, поднимаю. Оставляю только вставные, оставляю продольники. И попробуем, наверное, на тот берег переехать, посмотреть, побуриться там, поискать. Там каменистое дно. Может быть, там что-нибудь найду. Сидеть точно не будем и ждать у моря погоды. Сидеть надо одной лункой и ждать, когда кто-нибудь доклюнет. Здесь бесполезно. Поклевка. Да ладно. Еще удочки от грязи. И вот, вот такой вот жиганчик. Вот такой вот жиганец. Ну, порадовал, дружочек. Порадовал, дружочек. Теперь мы без рыбы точно не останемся. О, обрыбились. Вот такой вот личинка. Иди гуляй. Иди гуляй. Гуляй, Васек. Ну иди уже. Бульк. Гуляй, Вася. Вот. Один рыбу уже клюнул у нас на удочку. Главное, всю ночь удочка стояла. Ну, грязью забитый, мормышка. И нифига. Только почистил мормышку. Даже не поменял, оставил ту же. Смотрю, тюкнул. Получается, кто-то хочет кушать. Но не очень. Так, первую рыбу сегодня поймали. Второй ёршик еще был. Ерша мы насадили. Так, что, пошли глянем вставные удочки. Там, наверное, ёршики-то есть, наверное. Так, ну что, вставные удочки сегодня тоже стоят колом. Никто на них не клюнул. Даже ёрш. И тот на диете. Пост у них. Великий пост. Даже на вставных удочках черви целые. Это уже о чем-то говорит. Вон что творится. Вот это понятно, что творится. Тут оно при забросе запуталось. При забросе. Так, здесь червя поменять надо. Дохлый какой-то. Так, ну а здесь вроде кто-то клюет. Сопливчик. Вот такой вот ёршик. Да, монстр печорский. Есть еще рыба на реке. Так, здесь у нас тоже что-то клюет. Мелочь пузатая какая-то.
Ёрш. Еще один ёрш. Хоть ершей наловим. Наловим, блин. 2 ерша поймали. 3. Одного то насадил. Когда ловится, то и ерш на каждом крючке, считай. Это, видать, с вечера попались и все. Ни налима, ни язей. На первый лед все-таки было веселее рыбачить. Да и зимой нормально. Сей год до января ловилось. До середины января почти. Потом все хуже, хуже. Потом 2 месяца отдыхали, не рыбачили. Ловиться будет каждый год. Так вот. В затишье, потом перед ледоходом, когда уже будет на лед не выйти с риском для жизни, рыба как чувствует, тогда начинает ловиться. Тогда ведрами народ ловит. Ну, уже тогда опасно. Так, у нас еще что-то поклевывает. Вот. Во. Что-то тоже не крупный. Еще один ёрш. Кто сказал, что мы не рыбаки? Он. Ёрш тоже рыба. 40 литров, 40 ведер ухи, говорят, раньше с ерша варили. Ходит такая легенда, то что давным-давно ёрш был таких размеров, что с них варили 40 ведер ухи. Представьте, да, какой он здоровый был. Вообще капитально все размыло уже. Надо переставлять отсюда палки. Что-то еще и клюнуло. Ёршик 2 ерша. Так, этот продольник мы переставим. Ёршиков потом соберем. Продольник переставим. Так. Пойдем глянем, что там творится. Вон отсюда вдоль буранки шло, буранка не давала подниматься, и все струей стекало прямо в лунку, вон как промыло. Здесь уже находиться опасно, потому что здесь хоть лед немного еще может есть, но он уже тонкий и очень опасный. Так, ты пока поплавай тут. Вот. А тут сейчас я вам покажу. Вон. Вся вода, он стекает прямо ручьем и промывает лед. Лед вон уже местами начал чернеть. Он здесь уже опасный. Я сюда уже 100% не пойду. Вон. Вот видите, да? Лед здесь уже темный. Тут он, если начинает темнеть, значит уже, ну, сантиметров 20, не больше. И вон, что я вам говорил, вот здесь все чернеет уже. Здесь все чернеет. И вот та лунка, которая была соточка, куда стекает вода, вот она уже где-то в диаметре, ну не метр, но полметра есть точно в диаметре. Это целая майна, тут уже можно провалиться. И вся вода вот туда стекает, ходит. Блин, давайте чуть-чуть поближе подойду, чтобы лучше видно. Но уже здесь опасно, потому что лед здесь темный. И здесь можно уже провалиться. Вот, видите, да?
Он ручьем стекает прямо сюда и с водоворотом сюда вот заходит, видите, да? Вот сюда, если угодить, тебя бац и унесет. Очень и очень опасно уже здесь находиться, так что лучше уходить с этого места. Шутить с такими шутками нельзя. Так что, а сейчас вот это, если замерзнет немножко тонкой коркой льда, выпадет снежок, это будет капкан. Вот обыкновенная вот такая луночка была. Вот такая луночка, соточка была. И вот во что она превратилась. Вода стекала туда, его размыло как. Так что надо поднимать отсюда палки. Здесь лед у нас стал в январе. Лед здесь тонкий. И скоро, очень скоро с таким плюсом его быстренько размоет. Так, ну, последняя палка здесь. Мы сейчас эти палки поднимем, пожалуй. И переставим. Все. Малек. Один малек здесь был. Никто его не съел. Так. Что так? Надо переставлять, надо уходить с этого опасного места. Попробуем на ту сторону переехать. Побуриться там. Так, давайте же посмотрим, что на наших палках. На глубоком месте. Ой-ой-ой-ой-ой. И здесь пусто. Сегодня везде пусто. Я иду по лужам. Мне никто не нужен. Я иду по лужам. И здесь пусто. Да ладно. Что-то даже и попалось, походу. Небольшое, правда. Совсем небольшой ёршик. Ёршик. Да, это он. Так, ну хоть здесь что-то есть. Уже нету. Пошел. Сорвался. Что-то было и ушло. Наша продуктивная палочка. Так, ну здесь вроде бы тоже что-то есть. Да. Наконец-то. Наконец-то на последней палке клюнул хариус. От нуля ушли. Вот такой вот харюзец. Хоть что-то. Хоть что-то. Так, сюда, наверное, вверх. О, бычок под каменчик. Говорят, вот это звездорыбина, вот такая вот, занесена в Красную книгу. Нафига? Этих чертей никто не ест, никто их специально не ловит. Их огромное количество под камнями, бычок под каменщик. Ну, коль так, иди, краснокнижник. И вот такой вот ёрш еще у нас. На последней палке первый хариус все-таки клюнул. Так, тут у нас был сход, тут клюнуло. Надо, наверное, приехать. И выше, ниже, наверное, переставить, пробурить сегодня немножко надо. Мне уже в комментариях видел, посоветовали. Так что будем прислушиваться к комментариям зрителей. Поставим пару палок ниже, поставим пару палок выше. Может, действительно он как-то здесь полосой идет. Посмотрим. Ну что, друзья, вот еще один день подошел к концу.
28 марта. Улов сегодня у нас минимальный, наверное, за всю историю зимней рыбалки, так сказать. Вот наш сегодняшний улов. Один единственный хорезет. Вот он. Вот такой вот хорезет. И вон 3, 4, 5, 6, 7 десяток ершей. Самое интересное, черви на продольниках целые. Рыба сегодня жрать не хотит. Немножко поймал ершей на ставные удочки, пару попал на продольников, а в основном все черви целые. Странно. Ну, утром я уже говорил вам, не ловится не только у меня, не ловится везде. У кого что поспрашивал, нигде ни у кого не клюет. Вон. Опять же вот эта третья палка от берега, где поймали вот этого хариуса, сработала. И, как говорится, прислушался к совету одного из моих зрителей, который говорит: закинь несколько продольников выше, ниже. Вот ниже поставил напротив этих палок вот 2 продольника, 2 палки, и еще ниже 3 на эту полосу. И сверху вот закинул еще 2 палочки. Выше этих палок закинул кормушки с кашкой. И оставляем все это до завтра. Ну, посмотрим по погоде. Что-то пошел дождичек. Лед, кстати, немножко приподнялся. Воды стало на льду меньше. А то было вообще полностью залитое. Теперь мы видим лед. Местами только водичка только осталась. Это означает то, что лед приподнялся. Свежая вода туда поступила. По идее, рыба ловиться должна. Но почему-то не ловится. Это, кстати, бывает. Затишье перед бурей, так скажем. Потому что буря будет, клев будет. Перед ледоходом, тогда уж, когда на лед будет выходить опасно, когда лед будет уже гнилой, опасный, вот тогда начнется это 100%. Ну, постараемся. Рисковать, конечно, не будем. Ну, пока вот, если снежком не присыпет, видно по цвету льда то, что он крепкий. На прошлой неделе были мороз до минус 17 и укрепился лед. Так что пока дня 2-3, если что, порыбачим это 100%. Ну, конечно же, если он будет рушиться, рисковать не будем. Вот. Потихонечку готовимся к буре, так сказать, к хорошему клеву. Для этого все у нас уже практически готово. Продольники стоят. Удочки сегодня вот эти поднял. Потому что вдруг унесет, а вдруг заморозит. Тем более на них ничего не ловится. Вчера одного языка, правда, поймал. Поднял. 7 вставных удочек стоит. Продольники стоят. Не знаю, будет ли этот ролик. Пишите в комментариях, стоит ли вообще выпускать такие ролики. Потому что с утра с такой надеждой, с таким воодушевлением начал съемки. Думаю, ну сейчас, вчера добавил, вчера переставил. Потом хуже. Потом эту камеру вообще уже не доставал. Ну, целый день старался, целый день менял места, наживал новых червей. Кстати, черви кончились, надо пойти покопать, наверное. В бочке запаса остались немножко. Если что, на теплотрассе, наверное, уже оттаяли. Ну, ничего страшного. Бывает и так. Самое главное, в счет жизни это день не пойдет. Так что на один день мы проживем подольше. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак.